Война. Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово. Не по силам забыть, невозможно не вспомнить те годы и тех людей, которые проложили путь ко Дню Победы 75-летней давности. 16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву. После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на советскую 316-ю дивизию генерала Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. В Панфиловской дивизии после октябрьских боев почти не осталось средств противотанковой обороны. Так, они преобладали всего 2 76 миллиметровыми орудиями и 4 противотанковыми ружьями. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у разъезда Дубосекова и деревни Петелина. Обе роты проявили себя стойко в этом неравном бою, отбив несколько танковых атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью. В течение 4 часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг легендарных воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. Бой под Дубосеково вошел в историю как подвиг 28 панфиловцев. 28 участникам этого боя, которых всех тогда считали погибшими, было присвоено звание Героев Советского Союза. Уже 18 ноября 1941 года 316-я дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую и награждена орденом Красного Знамени. В этот день погиб в бою у деревни Гусёново ее легендарный командир генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Постановлением ГКО от 23 ноября 1941 года дивизии было присвоено его имя. 8-я гвардейская Панфиловская дивизия вместе с другими соединениями Западного фронта выполнила поставленную перед ней задачу, не дала противнику выйти к Москве, выиграла время, необходимое для подхода резервов, прикрывших столицу. В состав 316-й стрелковой дивизии входили следующие: младший политрук Клочков Василий Георгиевич, сержант Добробабин Иван Евстафьевич, красноармеец Иван Алексеевич Шепетков, рядовой Крючков Абрам Иванович, старший сержант Гавриил Степанович Митин, красноармеец Касаев Аликбай, красноармеец Петренко Григорий Алексеевич, красноармеец Исибулатов Нарсутбай, рядовой Коленкин Дмитрий Митрофанович, красноармеец Натаров Иван Моисеевич, красноармеец Шемякин Григорий Милентьевич, красноармеец Дутов Петр Данилович, красноармеец Никита Андреевич Митченко, красноармеец Шапоков Душенков, красноармеец Конкин Григорий Ефимович, красноармеец Шадрин Иван Демирович, красноармеец Иван Васильевич Москаленко, красноармеец Емцов Петр Кузьмич, красноармеец Даниил Александрович Кожебергенов, красноармеец Дмитрий Фомич Тимофеев, красноармеец Трофимов Николай Игнатьевич, красноармеец Яков Александрович Бондаренко, красноармеец Васильев Иларион Романович, красноармеец Белашов Николай Никанорович, красноармеец Григорий Михеевич Безродных, красноармеец Мусабек Сингербаев, красноармеец Максимов Николай Гордеевич, красноармеец Николай Яковлевич Ананьев. Утихли взрывы, смолкли стоны, и только память боль разносит. Их подвиг помнят миллионы, хоть павших было 28.